Самая известная национальная мелодия «Маш-Ботой» композитора Атая Аганбаева. Ее называют гимном кочевых кыргызов. В звуках камуза ловкость джигитов-наездников, полет ловчих птиц, резвость охотничьих псов. Видели, да? Пес Маш и самочка Ботой, брат и сестра. В жизнь Марии они ворвались маленькими щенятами чуть больше полугода назад. Когда мы брали у хозяев, я сыграла на камузе Маш Ботой. Вот, и так вот получилось, что мы решили их так назвать, чтобы они были такими же скоростными, такими же быстрыми, как само произведение на камузе Маш Ботой. Сначала мы хотели взять только девочку Ботой, а потом я увидела мальчика Маша. У меня была первая любовь с первого взгляда, вот, потому что он был самый маленький, самый такой заморыш. Тяга к исконной национальной породе закономерна. Еще школьницей культуру родной страны она знала лучше, чем многие этнические кыргызы. С детства мне привила мама еще любовь к кыргызским национальным танцам. Затем от кыргызских национальных танцев перешла к кыргызской национальной музыке. Потом вот постепенно, плавно к собакам перешла. Вот. Все, пошли. Тайганы в городских пейзажах – зрелище необычное. Столичные барышни, в отличие от Марии, любят лабрадоров, терьеров, такс или миленьких хаски, но уж никак не горных охотничьих псов. Тайганы, мягко говоря, на звезд Инстаграма не тянут. Жилистые, с массивной грудью и длинным туловищем. Ну все, у меня было. Красота этих псов особенная. Она за рамками стандартов. И от этого еще более притягательна. Они статные, красивые, худенькие, грубо говоря, как модели. Мирлан – актер, режиссер и фотограф. Много ездит по стране. Тайганы не раз случайно попадали в объектив его камеры, но в качестве фотомоделей впервые. При съемке, в принципе, как с детьми маленькими, они не слушаются, живут своей жизнью, и от этого тоже есть какой-то кайф. Так, дети, спокойно. Кыргызы никогда не называют тайгана собакой. Тайган – это тайган, а собаки – это все остальные породы. Он испокон веков был другом и помощником, но никак не подчиненным. Общение с тайганом только на равных. Они могут обидеться, они все показывают глазами. Их сразу можно понять по взгляду, когда они обижаются, когда они радостные, когда им давать кушать, когда с ними гулять. Абсолютно все можно понять. Ботой, вперед, вперед. Ай, молодец. Молодец, потом вперед. На тренировочной кинологической базе охотничьих псов встретишь редко. В основном здесь учат охране и послушанию. Молодец. От мамы мне передалась любовь к собакам. Я с детства вожусь, играюсь с собаками. Мама у меня кинолог республиканской категории. У нее свой питомник среднеазиатской овчарки Алабая. Вот, и сейчас она решила попробовать тайганов, нашу национальную кыргызскую породу. У Маши и Ботой сегодня всего 3-я тренировка на площадке. В программе стандартные команды и несложные снаряды. Но для собак, созданных для охоты и вольной жизни, это настоящий вызов. У нас в семье нету охотников, вот, и поэтому мы решили сделать их своими друзьями, попробовать. Мы изучаем эту породу и смотрим, какие они в городской среде. Сидеть. Хорошо, лежать. Умница, молодец, хорошо. Сидеть. С послушанием у этих тайганов уже все хорошо. Теперь их ждет задача посложнее. Опытный кинолог проверит, способны ли псы, созданные для охоты, охранять. Основная задача стоять возле собаки, ждать моих команд. Как только собака проявит защитную реакцию, после прогона фигуранта вы поощряете собаку. Если охота у тайгана в крови, то защита породе не свойственна. Шансы на успех крайне малы. Мы посмотрели, потестировали их как охранников.
Они показали себя достаточно неплохо, при условии, что собакам небольшой возраст, они всего лишь подростки. То есть отсюда мы сделали вывод, что собаки не только прекрасные охотники, но и могут нести охранную службу. Верный друг и помощник. Его вид не внушает страха, но он способен прогнать дикого зверя. Свободен и горд, но готов кормить своего хозяина. Их осталось не больше 1000 истинных чистокровных тайганов. И сейчас любители и заводчики этой породы делают очень важное дело – не дают исчезнуть легенде Кыргызских гор.